1 сентября Тува отмечает очень важный для каждого человека республики праздник День исторической памяти и чести добровольцев Тувинской Народной Республики, который был учрежден указом главы республики. Именно 1 сентября 1943 года на фронт ушла крупная группа тувинских добровольцев «Кавалерийский эскадрон». Говорят, когда Гитлер узнал о том, что Тува объявила о своей поддержке Советскому Союзу, он отнесся к этому несерьезно и даже не стал искать это небольшое государство на карте мира. На тот момент Тува была самостоятельным государством. Однако позже пренебрежение захватчиков сменилось паническим ужасом. Воинов-тувинцев нацисты называли «черная смерть». Тувинцы сражались настолько самоотверженно, что хваленые немецкие солдаты, по воспоминаниям их же генералов, при столкновениях с ними оказывались полностью деморализованными. Вот выдержка из письма командования 8-й гвардейской кавалерийской дивизии тувинскому правительству. При явном превосходстве противника тувинцы стояли насмерть. В боях под деревней Сурмиче 10 пулеметчиков во главе с командиром отделения Дөңгір-Қызыл и расчет с противотанковыми ружьями во главе с Дажисерен в этом бою погибли, но ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100 вражеских трупов было насчитано перед горсткой храбрецов, павших смертью героев. Они погибли, но там, где стояли сыны вашей Родины, враг не прошел. Тува оказала СССР огромную материальную и финансовую поддержку. Она передала Союзу весь свой золотой запас в размере около 30 миллионов рублей и всю добычу тувинского золота. Каждая тувинская семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. Суммарно до вхождения в состав СССР, которое произошло в 1944 году, республика поставила для нужд советской армии 750 тысяч голов скота, в том числе 50 тысяч лошадей. Символично, что сегодня, в День знаний, в учебных заведениях республики подрастающее поколение слушает гимн России и Тувы, чтит память тувинских добровольцев, учится любить Родину на примере своих предков и героев-современников.